Как зарегистрироваться в качестве резидента арктической зоны, кто может претендовать на льготы и как их получить? О поддержке инвестпроектов в арктической зоне говорили сегодня участники вебинара в Сыктывкаре. Ими стали представители Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, нашего Минэкономразвития и руководители на местах. Анастасия Тюрнина обо всем по порядку. С 28 августа начал действовать пакет законов о поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне России. С этого момента она стала свободной, когда бизнесу предлагаются налоговые преференции. И они, по информации Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, существенные. Первое – это налоговые льготы для резидентов, а в коме – особые условия. С этого года на следующие 3 года, 2020, 2021, 2022 год, приняты ставки упрощенной системы налогообложения по доходам 3% и 7,5% доходы минус расходы. То есть мы такое решение приняли еще в 2019 году, чтобы, так скажем, снизить определенную налоговую нагрузку на предпринимателей. Ну и это, безусловно, поможет еще более комфортно переходить предпринимателей с вмененного налога на упрощенную систему налогообложения, либо патент. Понятно, что в арктической зоне более сложные условия, поэтому было принято решение еще снизить ставки до 1%. Государственная инфраструктурная поддержка. Предоставление субсидий из федерального бюджета на осуществление вложений на объекты инфраструктуры. Условием является окупаемость инвестиций государства через будущие налоги в течение 10 лет. Но здесь есть ряд требований. Инвестиционная площадка должна находиться в арктической зоне Российской Федерации. Полная стоимость инвестиционных проектов должна составлять не менее 300 миллионов рублей. А также, что немаловажно, то субсидия может составлять не более 20% от общего объема частных инвестиций на реализацию проекта. Кроме этого, резидент арктической зоны имеет право применить в своей деятельности процедуру свободной таможенной зоны. Иностранные товары используются и размещаются без уплаты таможенных пошлин и НДС. Российские же товары с уплатой акциза. Еще одна преференция – субсидирование процентной ставки по кредитам. Мера предназначена для проектов во всех отраслях экономики, кроме заготовки круглого леса, рыболовства, добычи полезных ископаемых. Все эти меры поддержки для тех, кто имеет статус резидента арктической зоны РФ. Как получить ее, можно узнать на сайте arcticrussia.ru. Анастасия Тюрнина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.